Пацаны, салам алейкум. Пацаны, салам алейкум. Валейкум салам. Салам пополам. Какие дела, а? Хамадилай, Тенджей Шеринат. Мы уже у вас бывали, когда приедешь к нам? Пацаны, салам алейкум. Валейкум салам. Салам пополам. Какие дела, а? Привет, друзья! Вы на канале YouFact и с вами Максим. Сегодня я покажу вам 10 полезных и просто интересных функций Windows, о которых мало кто знает. Хотели бы вы стать властелином Windows? Тогда эта тема для вас. Режим Бога позволяет получить доступ к более чем 270 системным настройкам, расположенным в удобном порядке. Все, что вам нужно, это создать новую папку вот с таким именем. Затем открываете ее и настраиваете систему под свои нужды. Я уверен, что многие из вас, и я в том числе, всегда считали кнопку Windows на клавиатуре немного бесполезной, ведь размещать кнопку только для того, чтобы она открывала меню «Пуск» как-то нецелесообразно. Но оказывается, эта кнопка может быть очень даже полезной в сочетании с другими клавишами. Например, если удерживая кнопку Windows нажать X, то мы получим доступ к быстрому меню. Так это меню выглядит на ноутбуке с установленной Windows 7. Начиная с 8 версии меню выглядит по-другому, включая в себя больше пунктов. Windows M или Windows D сворачивает все окна, открывая рабочий стол. Если удерживая кнопку Windows нажать плюс или минус, то включается экранная лупа, можно приблизить или отдалить объекты. Windows E позволяет вам быстро открыть проводник. Нажав Windows R, открывается окно «Выполнить», где можно открыть любую программу, файл, папку или веб-страницу. Как эта функция может быть нам полезна, вы узнаете немного позже. Windows L позволяет быстро заблокировать рабочий стол. Полезно только в случае, если у вас стоит пароль на учетную запись. Полный список всех горячих клавиш с кнопкой Windows вы найдете на нашем сайте по ссылке в описании. А мы продолжаем. Представим, что вы по своей глупости заделались хакером и вдруг узнали, что к вам прямо сейчас направляются сотрудники ФСБ. Что нужно делать в первую очередь? Конечно, удалить все компрометирующие вас данные. И не стоит наивно предполагать, что если вы удалите файл и очистите корзину, то никто не сможет получить доступ к этому файлу. Специализированные программы с легкостью его восстановят. В спешке искать и устанавливать ПО, которое надежно очистит ваши данные, тоже не выход. Все, что вам нужно сделать, это запустить командную строку и ввести определенный код, который удалит файлы в нужной вам папке без возможности восстановления. Для запуска командной строки запускаем окно «Выполнить» и вводим CMD. Теперь вводим в командную строку следующий код: cipher /w двоеточие буква диска, на котором хранятся файлы, двоеточие обратный слэш и имя папки, от которой нужно избавиться. Жмем Enter. Эта операция позволит навсегда удалить ваши данные без возможности восстановления. На ее выполнение может потребоваться немало времени, так что вам все же придется какое-то время держать оборону. А сейчас хочу показать вам несколько хитростей при зажатой клавише Shift. Зажмите Shift и щелкните по объекту правой кнопкой мыши. Вы увидите, что в контекстном меню появились новые пункты. Например, для папки появятся такие команды, как открыть в новом процессе, открыть окно команд, копировать как путь и полный доступ. Если щелкнуть по программе, то меню пополнится пунктом запуска от имени другого пользователя, с помощью которого эта операция выполняется без перезагрузки системы. Также в контекстном меню файлов возникнет дополнительный пункт «Закрепить в меню пуск». Но самые интересные изменения ждут нас в меню «Отправить». Здесь появится более десятка новых ссылок на места, в которые вы можете скопировать объект, в том числе личные папки пользователя и рабочий стол без создания ярлыка. Чтобы открыть новую копию уже запущенной программы, достаточно зажать Shift и щелкнуть по ее кнопке в панели задач. При нажатии Shift-Delete файл удалится без перемещения в корзину. А если в тексте необходимо быстро поменять регистр выделенного слова, то зажимая Shift, жмем клавишу F3. Иногда случается так, что вы работаете в какой-либо программе, а она вдруг ни с того ни с сего зависает и перестает вам отвечать. Логичным действием в такой ситуации бывает завершить процесс через диспетчер задач Windows. Однако, завершив программу таким образом, вы можете потерять важные данные. Чтобы этого избежать, лучше поступить по-другому. Открываем уже известное нам окно «Выполнить» и вводим в строку «Resmon». Запустилось системное средство монитор ресурсов. В окне мы видим все процессы, запущенные на компьютере, а тот процесс, который не отвечает, будет гореть красным цветом. Мы щелкаем по нему правой кнопкой мыши и выбираем анализ цепочки ожидания. И здесь мы видим, какой именно процесс мешает работать нужной нам программе. Если этот процесс не очень важный, то можно его завершить, вернув работоспособность нашей программе и сохранив все данные в целости.
У многих пользователей при запуске Windows автоматически загружается много программ, которые вам не нужны в работе, а только загружают оперативную память. Чтобы они сами не запускались, нужно исключить их из автозагрузки. Для этого опять же открываем выполнение и вводим команду msconfig. Попадаем в окно конфигурации системы. Перейдя во вкладку автозагрузка, можно убрать галочки возле тех программ, которые вам не нужны при запуске Windows. Знаете ли вы, что в Windows можно запустить любую программу нажатием всего лишь 3 клавиш? Чтобы настроить эту функцию, щелкаем по ярлыку правой кнопкой мыши, заходим в свойства и видим там строку «Быстрый вызов». Вводим любую букву или цифру, например Z, и нажимаем ОК. Теперь, чтобы запустить выбранную нами программу, нажимаем сочетание клавиш Ctrl-Alt-Z, и наша программа открывается. Если вам на рабочем столе хочется видеть только значки у ярлыков программ без названий, то это можно запросто провернуть. Очистите название ярлыка, а затем, удерживая левый Alt на клавиатуре справа, наберите 255 и нажмите Enter. И вот ваш ярлык остался без названия. В Windows нельзя создать файл или папку под названием Con, ибо у Билла Гейтса в детстве было прозвище Con, что означает ботаник, и он постарался, чтобы в его системе отсутствовали такие файлы и папки. И напоследок хочу показать вам несколько пасхалок в популярных программах для Windows. Если в окне «Выполнить» ввести Notepad /setup, то откроется блокнот, однако вы не сможете ввести в него ни одного слова, так как он все время будет сворачиваться. Запускаем ее торрент, заходим в справку о программе и щелкаем на иконку. Вы услышите довольно забавный звук. А если нажмете английскую Т, то сможете поиграть во всем нам известный Tetris, пока качается ваш торрент. Открываем WinRAR, заходим в справку о программе и щелкаем мышкой на стопку книг. Они начинают медленно падать вниз, а затем подпрыгивают обратно и так 10 раз. В Skype существует огромное количество скрытых смайликов. Например, написав в скобках finger, мы отправим не совсем приличный жест. Пишем morning, и человечек показывает свою 5-ю точку. А drunk означает, что вы где-то квасите на всю катушку. Полный список скрытых смайликов смотрите на нашем сайте. Если в фотошопе вызвать справку и нажать о программе, то ничего интересного вы не увидите. А если же проделать все это с зажатой клавишей Ctrl, то появится какая-нибудь прикольная картинка. В моей версии это вот такой странный робот. А какая картинка в вашем фотошопе? Пишите в комментариях. Пацаны, салам алейкум. Пацаны, салам алейкум. Валейкум салам. Салам пополам. Какие дела, а? Хамадилай, Тенджей Шеринат. Мы уже у вас бывали, когда приедешь к нам? Пацаны, салам алейкум. Валейкум салам. Салам пополам. Какие дела, а?